Узбекистан. Прекрасная солнечная страна, расположена в Центральной Азии. Тут и мегаполисы, и зеленые равнины, реки и озера. Сочетание с дивными величественными построениями времен саманидов. Итак, топ-10 фактов интересных об Узбекистане, о которых, возможно, вы и не знали. Мало кто знает, что численность населения в этой солнечной стране достигает 34 миллионов людей. И потому эта страна одна из самых крупнейших стран СНГ. Еще в конце позапрошлого века в окрестностях Ташкента в многочисленных зарослях камыша, тугаях, вдоль рек и протоков реки Черчик водились туранские тигры. Увы, с развитием мегаполиса численность тигров сократилась, а потом вообще сошлось на нет. Старейшему городу Узбекистана более 2700 лет. Этот город Самарканд – родственник Рима, один из древнейших городов мира, в котором в свое время учился сам Омар Хайям. В Узбекистане находится единственное в Центральной Азии метро, построенное в 1977 году, где чисто и светло и где категорически запрещается фотографировать. Национальная валюта Узбекистана – сум, что в переводе с узбекского означает рубль. Самой крупной узбекской банкнотой очень долгое время являлся 5000 сумов, что примерно эквивалентно 40 рублям и $0,5 США. И буквально узбекам приходилось пачками носить узбекские суммы с собой, что наблюдается и поныне. Но благо за последние годы выпустили банкноты номиналом 50 тысяч сум и 100 тысяч сум, что значительно облегчило кошелек гражданам страны. По запасам золота Узбекистан занимает 4-е место в мире после ЮАР, США и России, а по уровню добычи золота 2-е место среди стран СНГ после России. Узбекистан занимается добычей нефти, и на начало 2016 года его запасы составляли 81 миллионов тонн. Также в Узбекистане огромные залежи газа, и по добыче природного газа Узбекистан занимает 11 место в мире. Мало кто знает, что Узбекистан также добывает уран и занимает 3 место по экспорту урана в мире. Самая длинная в Средней Азии река Сырдарья протекает по территории Узбекистана и имеет длину свыше 2200 километров. Мирзачурские дыни самые вкусные в мире вследствие уникального сочетания сухой почвы и скудного полива и высокого количества солнечных дней в году. Плов, самая культовая еда восточной кухни, не является узбекским, потому что о ней есть упоминание в трудах Авиценны, где он рекомендует это блюдо как лекарство от 40 болезней. Авиценна родился и жил во время государств саманидов, это таджики, которое длилось более 200 лет с середины 9 века и до конца 12 века. А также о плове упоминается в персидско-арабской сказке «1001 ночь». На этом все, друзья. Что вы думаете об этих фактах? Напишите свое мнение в комментариях. И до новых встреч!